Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю вам самое главное – крепкого здоровья, удачи, благополучия в семье и мира нам всем. Ну что, мои хорошие, пора мне тоже проснуться, пора взяться за дело. Я давно не снимала ролик. Что-то перестала. Когда перестаю что-то делать, уже не хочется. Были проблемы, потеряла сестру. Потом получилось так, мне экстренно сделали операцию. Сейчас со мной все хорошо. Уже 11-го будет месяц, как меня оперировали. Вы не переживайте. Это легкая операция. Мой племянник-хирург свое дело сделал. Очень даже хорошо сделал. И теперь дело за мной. Беречь надо мне себя. Ребятишки мне помогают, мои парни уже большие, ничего мне не дают делать. В основном просто я сижу, хожу и показываю им, что делать. Они у меня молодцы, я горжусь ими. Не думайте и не говорите, что я хвастаюсь. Действительно так. Пока они мне помогают. Когда совсем подрастут, я не знаю, что будет, но пока они мне помогают и слушаются. Даже ездят к бабушке второй со стороны матери, помогают, снег чистят, в магазин ходят. У меня они умнички. Я горжусь, что они не забывают и ту бабушку. Ну что, мои хорошие, мои ребятишки хотят чай пить, а к чаю они хотят что-то вкусное. Я давно ничего мучного не готовила, кроме оладушек, блинчиков. Это все легко. Они даже теперь и сами умеют готовить. Но они что-то хотят, что-то вкусное. Были праздники. Всего мы купили. Стол ломился даже. Салаты разные делали. Все готовили. Они тоже мне помогли. Мы вместе с ними готовили. Встретили Новый год 6 января. Было бы моему сыну 41 год. К великому сожалению, его нет. Он для нас всю жизнь остался молодым, 28-летним. Купили торт. По-своему отмечали. На кладбище ходить, конечно, там очень много снега. Не смогли ходить. Праздновали Рождество, как раз именно в день Рождества, это вчера, мальчишки ходили к бабушке помогать. Бабушка довольна. Так, ну что, мои хорошие, детишкам решила я сосиски в тесте приготовить. Вот у меня тут пол-литра молока с водой. 1:1. Молоко и вода теплая. Сюда кладу я пол чайной ложки соли, столовые ложки сухих дрожжей, столовую ложку сахара, 1 белок, немножко майонеза, и 50 грамм сливочного растопленного масла. Все это хорошенько перемешаем. Сюда понадобится 1 яйцо. Я белок сюда тесто кладу, а желток оставляю для смазки. Вы знаете, я все делаю на глаз. Потом я напишу, сколько продукты у меня ушли в граммах, описанием.
Здесь у меня ровно полкило муки. Ну, конечно, мука тоже бывает разная, поэтому плюс-минус 20-30 грамм мука может уйти больше или меньше. Муку сразу все не кладу я, потихоньку все. Тоже все хорошенько перемешиваю. Погода у нас была теплая очень. Ну, почти каждый день шел снег. Ребятишки чистили каждый день и, по-моему, даже устали. Как только снег идет, они уже ходят. О, уже опять снег идет, опять работа. Ну, ничего не поделаешь, работа есть работа. Молодцы, работают. А то я на машине выезжать не могу, если они не будут копать. Все-таки я их тоже туда-сюда вожу, когда надо. У них пока каникулы. Завтра им в школу. Все хорошенько перемешиваем вот так. Пока я лопаточкой перемешиваю, а потом рукой. Ну все, теперь я начну рукой мешать потихоньку. Я еще для этого смазываю руки, чтобы не прилипало, подсолнечным маслом. Тесто у меня уже готово. С рук отлипается. Вот такое тесто, не совсем крутое и не совсем мягкое. Сейчас закроем крышкой и поставим где-то на полчаса. А у меня теплое место вот здесь, потому что у меня здесь пройдет труба сотка. Сосиски у меня вот такие. Сосиски молочные, вкусные. Я всегда беру только молочные сосиски, потому что моим парням нравится. Сосиску вот так ставим. Вот так надрезаем. Округляем вот так. Закрываем здесь тоже. И вот так нахлёст закрываем. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Вот так мы сделаем. Сейчас второй я вам покажу.
Можно сверху начать, можно снизу начать. Кому как удобно. Вот так. Эту сюда. Эту сюда. Эту сюда. Эту сюда. Эту сюда. И вот так. Теперь смазываем яйцом. Здесь у меня 1 желток и чайная ложка молока. Я, конечно, не кондитер и не повар, но я вам показываю, как я умею. И все. А теперь можно посыпать кунжутом. Вот так. Теперь на расстойку. Потихоньку тесто поднимается. Вон как сосиски наши зарумянились. Красота какая. Печка у меня Оберхоф. Умничка. Все по времени и температуру показывает. Я поставила духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Вот и все. Наши сосиски испеклись за 20 минут. Ой, какие они румяные. Вон красота какая. Горячие. Ой. А сейчас поставим другую противень. На 20 минут, 180 градусов. Поехали. Посмотрите, какая красота. А какой аромат стоит. Ой. И пышные сосиски, посмотрите. Горячие только пока. Я вам потом покажу, когда остынет. Ой. Посмотрите, какая красота. Вот. Прелесть. Вот какая красота. Еще вторая партия на подходе. Все пропеклось. Аромат стоит. Вот обрадуются мои парни. Угощайтесь, мои хорошие, с моими сосисками в тесте. Правда красота? И вкусно очень. Ну что, мои хорошие, давайте угощаемся.
Очень даже вкусно. Мне тесто очень понравилось. Такое мягкое тесто, пышное, изумительно вкусное. Сейчас мы с ребятишками чай будем пить. Они уже ждут, но показываться смущаются. Выросли мои парнишки, выросли.